Альхамдулиллахи Раббил Алямин, вассаляту вассаляму аля саидина ва набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахби аджмаин. Дорогие друзья, ребята, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Продолжаем наши уроки в рамках подготовки к конкурсу по суре Аль-Фатиха, который пройдет накануне месяца Рамадан, перед месяцем Рамадан. Второй урок. Изучаем первый аят. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Что означают слова «Альхамдулиллахи», «Хвала Аллаху», «Вся хвала принадлежит Аллаху», и хвалим мы Аллаха искренне, с любовью, в знак благодарности, и потому что Он достоин этого. Про это мы говорили на прошлом уроке. А что же означают слова «Раббиль Алямин»? Он Господь миров. Что же означает слово «Ар-Раббу»? Ар-Раббу – одно из прекрасных имен Аллаха Субханаху ва Тааля, и все имена нашего Господа, они прекрасны, все имена прекрасны. И имя Аллаха Субханаху ва Тааля Ар-Раббу из тех имен, которые очень часто встречаются в Коране. Аллах Субханаху ва Тааля очень часто упоминает это свое имя. Что же оно означает? Первое – это хозяин, полновластный хозяин, который ни перед кем не отчитывается. Абсолютный хозяин. Мы тоже можем сказать, что мы какие-то хозяева, да, у нас, например, у кого-то из вас есть котенок. Он его любит, он за ним ухаживает. Но если он будет морить этого котенка голодом или не будет давать ему пить воды, и этот котенок будет мучиться, то ему придется отвечать перед настоящим хозяином этого котенка, перед Господом Аллахом Субханаху ва Тааля. Он вроде хозяин, но нет, не абсолютный хозяин. А Аллах Субханаху ва Тааля, Он что хочет, то и делает. Он ни перед кем не отчитывается. Это первый смысл. Абсолютный хозяин. И второй смысл. Он тот, кто заботится о всех своих творениях. Он заботится о всех своих творениях. Он управляет судьбами своих творений. Он дарует своим творениям многочисленные блага. И особенно Аллах Субханаху ва Тааля заботится о тех, которые живут в покорности Аллаху Субханаху ва Тааля, которые выполняют Его повеления, которые остерегаются Его запретов. Аллах Субханаху ва Тааля о них заботится особенно. Аллах Субханаху ва Тааля их наставляет и ведет в райские сады. А что же означает слово «Алямин»? Это множественное число слова «алям». «Алям» — это мир. Татар тілінде де бар инде біздің имя «алям». «Алямнар», «алям». «Алям» — это мир. А «алямин» — миров. Каких миров? Мир людей, мир ангелов, мир джиннов. Возможно, какие-то миры, которых мы не знаем. Или также можно сказать, что миры — это разные поколения. Вот мы живем в одном мире, 100 лет назад жили в другом мире, а 200-300 лет назад мир был совсем другой. И также, ребята, миры — это каждый человек. Каждый человек, он как отдельный мир. И если собрать все вот эти вот высказывания вместе, что получается? Миры — это все творения Аллаха Субханаху ва Тааля. Есть Творец и есть творение. Творец — это кто? Творец один — это наш Господь Аллах Субханаху ва Тааля. А творение — это все остальное. И Аллах Субханаху ва Тааля над всеми своими творениями единственный Господь, единственный полновластный хозяин. Что Он хочет, то Он и делает. Никто не может Ему сказать: не делай так или делай так. Нет, Он Аллах Субханаху ва Тааля, Он Ар-Раббу. Он настоящий хозяин, настоящий владыка. Слово «владыка» очень хорошо подходит. Но кроме этого, Он тот, кто заботится о своих творениях. Например, если кто-то держит дома, допустим, цыплят. Вот мы жили в деревне, и у нас каждую весну появлялись цыплята. Их привозили, иногда курочки высаживали. И у нас дома были вот эти вот маленькие желтые клубочки, которые бегают, как будто катится шарик. И вот эти цыплята как будто наши, да? Но если мы их, например, купим и отпустим, давай, будь что с ними будет. Это не забота. А Аллах Субханаху ва Тааля, Он заботится
о всех своих творениях, о нас с вами, о наших родителях, о птицах, о муравьях, всем дает пропитание. Субханаллах. Альхамдулиллях. Хвала Аллаху, Раббиль алямин, и Он, Господь всех миров. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду алла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайран.